Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Мы вам покажем». И сегодня мы вновь вместе с Анной Ивановой покажем, как собственными руками собрать красивую изящную брошку. Вот такая брошка. С чего начнем и что нам понадобится? Здравствуйте! Сегодня мы сделаем вот такую вот изящную брошку, которая только-только набирает популярность и становится трендом. Так, нам понадобится вот такая вот булавочка. Булавочка, заготовка, да? Вот с колечками. Также нам понадобится разные вот бисер и бусы. Подготовила стеклянные бусинки, рондельки. Также нам понадобится вот такой вот ювелирный тросик, тросик 0,3 миллиметра. И вот такая вот фурнитура. То есть нам понадобится обязательно протектор, называется. В народе мы называем его арочка. Зажимная бусинка или же крем. Соединительные колечки 2 размера. Мы украсим также нашу булавку цепочкой. Также нам понадобится штифт. И по желанию мы добавим бубенчики. Мы заготовили вот такие вот отрезки из троса, да? На них мы будем нанизывать бисер, верно? Да. Берем примерно 30-40 сантиметров, это нам должно хватить. Сегодня мы включаем нашу фантазию, то есть нет определенного вот точного какого-то результата, да? Да. Все, на что хватит вашей фантазии. Да. И самое главное, я должна вам показать про крепление. Берем крем, зажимная бусинка. Вот она. Это называется крем, похож на бисер, но это не бисер, это зажимная бусинка. Берем протектор, называется, и вдеваем туда наш шнур. Снизу от одной ножки и сверху от одной ножки. И в другую, да? И в другую, да. И сразу обратно в крем. То есть у нас должна получиться вот такая вот конструкция. Бусинку, да? Да, обратно хвостик в бусинку. Дальше что? Мы ее подтягиваем. Да, подтягиваем к нашему протектору. Вплотную подтягиваем наш крем к протектору. Так, они должны прям. Пальчиками можно соединить наш протектор, ножки нашего протектора, да, и вплотную. Теперь берем наш инструмент плоскогубцы. Плоскогубцы. И зажимаем нашу зажимную бусинку. Мы ее должны сжать. Да, сжать. Сплющить его должны. Прям силой сплющить его. Все. Ой, сплющился. Да, да. Прям силой нужно его сплющить. Не двигается, проверь-ка. Вроде бы нет. Да, он должен там намертво закрепиться. Все? Готово. Теперь уже начинаем нанизывать наши бусинки по своему хотению. Так. Так, можно прям в любом порядке, да? Да, в любом порядке. Можно вот сюда сесть. Включаем нашу фантазию и начинаем нанизывать бусинки.
А вот эта штучка, вот Да, этот вот хвостик он сразу тоже прячем. Ага. прячется. Прячется внутри бусинок. Хорошо. Так, длину нашей булавки мы также определяем сами. Ну, это примерно 20 сантиметров. Мне кажется, это очень оптимальная длина. То есть мы также будем делать 20-сантиметровые висюльки. Ну, сколько вот по времени займет создание вот такой вот брошки? Мне казалось, это будет очень быстрая работа, да? Мгм. Но оказалось, это вполне... То есть придется, да, Да. потратить время, Да. поэтому будьте готовы к тому, что вы освободите дела, оставьте вечер свободным. Ну, за вечер можно собрать? Да, можно. Классно. Самое главное вот определиться, как всегда, со цветом, с дизайном. Мгм. Чтобы не потерять, да, время Да, да. дополнительное на это все. И все. Если у вас так же туго с фантазией, как у меня, мне кажется, можно всегда воспользоваться готовыми какими-то идеями из интернета. Да, Да, ведь? да. Просто выбирайте то, что вам больше по душе, то, что вам нравится, и пробуйте. Между бусинок можно добавить вот бисер, тогда будет смотреться очень-очень красиво также. Такую брошь, булавку можно носить как галстук, кстати. Один из способов ношения. Мгм. На сумке также можно весить. Вот сейчас это очень, да, популярно, актуально. Подвески для сумки, да. Также можно стилизовать под якутское украшение. Например, добавить якутские детальки. То есть можно, да, сделать коллаборацию, так скажем, да? Сразу в хвостик вставляем примерно в 6 бусинок. И только потом затягиваем. Да. Ага. Точно. Только потом мы его отрежем. Так. Держите за протектор Мгм. и тяните. Куда? За хвостик. Вот сюда. Ага. Мгм. Тянем, тянем, тянем. тянем. Полностью вытягиваем. Мгм. Еще. До конца, до соединения, да? Да. Ага. Тянем. Ну вот тут хвостик спрятался, да, он не вышел. А вот немножко вышел. Так, закончили нанизывать и повторяем вот наше крепление и в эту сторону. То есть берем наш крем, протектор, продеваем через протектор и обратно через крем.
То есть повторяем наше крепление. Но на этот раз сразу не тянем. Если сразу вытянуть, то будет сложнее прятать хвостик. Поэтому выдеваем наш хвостик сразу в 3 или 4 бусинки. Прячем. И только потом затягиваем. Затягиваем. Пока протектор с кримпом не соединятся, да. Все. Наш кримп зажимаем с помощью инструмента крепко силой. И вот остаток просто режем кусачками. Все. Наша висюлька готова. Готово. Да. И таких висюлек нам нужно еще 2. еще 2, да, чтобы наша брошка выглядела богато, роскошно. Вот эти виды крепления, они идут вот универсальные или бывают еще какие-то, может быть? Да, бывают колоты. Ну, принцип колод, он совсем другой, отличается от протектора. Ну, протектор смотрится более лаконично и красиво. Более изящно, да? Да, более изящно. Ну, для брошки советую использовать именно протекторы, а вот для чокеров можно использовать вот эти колоты. Вот. Поэтому они там сзади, да? Сзади особо под волосами не видны. Да, не видны. Ну и, наверное, такой же момент с металлом, да? То есть, чтобы изделие служило долго, лучше выбрать радированный или самим, да, покрыть. Да. Лучше использовать радированную, потому что она, во-первых, гипоаллергенная. И, да, служит намного дольше, чем простая вот фурнитура. Вот кримпы и протекторы бывают радированные, да. Также они бывают и золотые, и под бронзу. С покрытием, да, как позолота, да. Бронза и серебро, наверное, да? Да. Мы больше используем под серебро. Она более универсальная, да? Ну и можно, например, под золото сделать, да, по желанию. Вот сколько, да, нюансов различных. Сборки украшений, не все так просто. Поэтому надо с этим знакомиться, изучать эту тему, если вдруг вы решили, да, увлечься процессом и для себя выполнить какие-то изделия. Да, действительно, наверное, разнообразие играет такую особую роль. Важно не скупиться, брать побольше разных бусин, бисера, чтобы изделие, чтобы, как сказать, был широкий шаг, да, на выбор. Кстати, думаю, это очень хорошее занятие вместе с детьми. Да. Действительно, да, как альтернатива там гаджетам, мультикам. Отлично, да, провести вечер вместе с детьми, собирая какое-то украшение. Да. Не обязательно с дочками, да, то есть с мальчиками тоже вполне можно, да. Как бы не решайте, да, за самих мальчиков, они тоже очень даже любят что-то мастерить своими руками. Но это, конечно, развитие мелкой моторики. Да. Большая, огромная польза для детей. Принцип сборки очень простой. Справится ребенок. Это просто нанизывание бусинок, да? Да. И надо уметь делать вот
крепление, которое тоже очень-очень простое. Справится любой человек. Я решила пойти сложным путем. И вот такой вот рисунок получился. Получается тогда еще... подождите-ка, правильно я сделала? Вот тут 2, тут 3 и еще 2, да? Ага. 4. 2 и 2. Так, вот это откусываем, да? Да, ага, кусочками. Так. Все, наши висюльки готовы. Уже как красиво, да? Да. И, конец, мы добавим висюльки в виде наших капелек. Так. Для этого у нас здесь есть штифты, называются гвоздики. Возьмите тоже. Нанизываем, да? Да, нанизываем. И так же, как при первом МК, делаем, образуем петельки. Так, здесь можно нанизать еще так. Сделать. Дополнительно, да? Дополнительно, да. Давайте так сделаем. Добавим бисер. С помощью плоскогубцев изгибаем штиф и режем, оставляем примерно 1 сантиметр. И с помощью круглогубцев формируем петельку. Так. Петелька уже получается, да, сразу? Почти. Вот за арочку прикрепляем. Закрываем. И закрываем. Все. Наша висюлька уже имеет законченный вид, да? Завершенный. Ой, завершенный, да. Такой хороший, да? Да, действительно, Да. завершенный вид. Во все висюльки давайте добавим висюлечки, капельки. Достаточно, мне кажется, очень занятный такой, да, вечер. Если, например, не с семьей, то даже, например, с подружками, да? Да, кстати. Собрались и сделали себе по брошке. Можно сделать разного цвета брошки. И потом менять. Также можно добавить натуральные камни по своему знаку зодиака, например. Точно, очень это, да, здорово. Сейчас это тоже популярно. Использовать камни, которые вам энергетически подходят. Да. Очень необычное и оригинальное украшение получается, да? Да, если там, например, камни, которые вам подходят, то это еще и как оберег, так скажем, усиливает вашу энергетику, наверное, да? Отлично. Как красиво, да? Как они сверкают.
мне очень нравится, что они разных, как будто, да, Да, разной да. длины. За счет этого брошка будет очень такая И оригинальная. уже начинаем сборку нашего украшения. Так, также мы добавим туда цепочки. Мгм. Мы заранее их отрезали на разные длины тоже, примерно 20-15 сантиметров. Ложим сюда и смотрим, как они будут смотреться. Ой, уже так прям. Как сделать лучше? Ну да, мне кажется, вот между, да? Между бусинами пусть будут по цепочке. Смотрим длину. Так, длинные сбоку или посередке лучше сделать? Да, тут как вариант можно, да, если мы хотим эффект по диагонали, да, то, Да, наверное, с краю будут длинные. А если в серединку, то можно и в серединку. Давайте в серединку. У нас вот тут был, по-моему, да, на образце такой эффект. Да, по диагонали немножко, да? Ага, а Есть мы такой попробуем сделать серединку тогда, да? Серединки тогда поставим наши длинные висюльки. И длинные цепочки. Так, сюда, сюда. А вот это вот сюда. Вот, кажется. Красиво, да? Так? Да. Всё. И приступаем к сборке нашего украшения. Для этого берем соединительное колечко. Это 5-миллиметровое колечко. Ой. Так. И с помощью двух инструментов. Вот это берите. А, побольше вот. Да, оно. побольше, Ага. да. И с помощью двух инструментов открываем наше колечко. Обязательно также на бок открываем. Также есть специальный инструмент, похожий на колечко. И это разгибатель колечка называется, да? Надевается на пальчик. Можно использовать также вот это вот. Его, да, чтобы Да. быстрее. Например, Да. если вы пока еще не приноровились, да, в Да. разгибании колечек, можно И использовать вдеваем туда наш, цепочку, да? да, цепочку и висюльку, которую мы сделали. Так, цепочку немножко маленькую мы взяли. Так, нужно постараться его туда вдеть. Потом висюльку сразу. И уже с помощью колечка закрепляем. Закрываем. Нет, А, не нет, закрывается. продеваем в булавку, да? Да, Так, это у нас крайняя, да, была, Да, это по-моему? крайне. И закрываем. Колечко обязательно должна быть прям плотно-плотно закрыта. Надо, наверное, зажать, да, ее? Поджать. Вроде бы плотно. Да, немножко. На всякий случай. Мне кажется, да, немножко, все. Можно вот двумя плоскостями сделать. Так. Одеваем. Ой, держи. Так. Сомкнулась, но вот Ага. не до конца, как будто чуть-чуть. Все? Вот такая красота у нас получилась. Под любой образ, да? Какой хотите, да, цвет. Выбираете цвет, и вот такая брошка у вас получится. Мне кажется, потрясающая. Да. Вот так вот я уже представляю, да, на пиджак. И вы будете самой неотразимой. Можно носить как галстук, да, даже.
Да, то есть фантазия, да, не ограничивает, Да. как вы стилизуете, какую вещь вы стилизуете, все на ваше усмотрение. Ну, а мы с вами не прощаемся, увидимся в следующем выпуске. До новых встреч!